Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Благодарю всех, кто помогает накормить наших спасенышей. Сбор на оптовую закупку корма продолжается, друзья. А сегодня у нас пиарный ролик. Согласитесь, такая красота заслуживает вашего внимания. Марик из Нижневартовска. История этого красавца и его брата началась еще летом прошлого года. Видели их слоняющимися по городу и никому не нужными. Можем предположить, что это бракованные и выкинутые плоды разведенцев. Предполагаем, что брат погиб. А наш герой ролика, видимо, был забран кем-то, но ненадолго. Потом также в мороз зимой выброшен. Голодный и замученный не знал, куда себя деть. И печально бы сложилась его судьба, если бы на пути его не встретилась неравнодушная девушка Марина. Она не прошла мимо замерзающего и голодного. Пес с радостью последовал за ней, как только она на него отреагировала. Каково было его счастье оказаться в тепле и быть накормленным у нее дома. Зайдя домой, он лег, поел и уснул уставший, проспав 1,5 суток. Только вот квартира у Марины съемная, и хозяин наотрез запретил оставлять пса. Марина металась, не зная, что делать, и выбросить на улицу не поднималась рука, глядя в его доверчивые, полные любви и благодарности глаза. Вот так я и познакомилась с Мариком через Марину, которая ко мне обратилась за помощью о пристройстве. Я тоже не смогла пройти мимо, понимая, что в том городе его не пристроить, раз за год ему так и не нашлась там семья. Потом начались сборы в дорогу, поиск машины, и целых 3 суток наш малыш был в пути. Приехал. Но передержки для него у меня тоже нет, тем более для кобеля. Еще хуже, что нет финансовой поддержки, нет финкураторов для оплаты этой передержки. Да и дорогу надо оплатить. Кто это приехал-то такой? Это что за Мишка? Белый медведь? Мишенька, Мишенька сладенький. Боже, какой ты добротный. Какой ты сладкий. И такие ноги красивые у тебя. Ты такое чудо. Мой сладенький. Сладенький мой. Ой, какой неземной, правда. Ой, ты какой сладкий. Ты какое чудо. Смотришь, да, на меня. Что за тетка сумасшедшая? Что за тетка сумасшедшая? Ой, какой ты добротный. Какая у тебя шерстка. Никогда такую красоту не видела. Боже мой. Белые реснички. Ой, дай-ка я сбоку посмотрю на тебя. Дай. Ой, какой ты пушистый, длинношерстный. И какие у тебя штаны красивые, добротные. Ну, с приездом тебя, малыш. Нет, никакого гав. Все, девочки, все девочки, заходим. Заходим. Давайте, тяжело. Уходите, давайте, двигайтесь. Все, жених пришел. Жених. Час ночи. Коты убежали. Ты куда пошла? Там кота поймайте. Час ночи. Коты побежали. А еще-то одну.
Вот это да! Зима закончилась, и теперь у нас вот такие грязные лапы. И черная вода. Как их хоть не помыть? А вон пушистые лапы, подушечки все в шерсти. Смотрите, какая вода. Марик замечательный, чудесный парень, умный, добрый. Понятно, что много пережил, но не озлобился. Играет как ребенок, дружит с кошками, хоть и любит с ними повыяснять отношения. Вчера у нас был поход к грумеру. Не могла я не отвести его, избавить от грязи и колтунов прошлой жизни. Посмотрите, какой красавец в итоге получился. Вот это да! Нормально? Кра- Шикарно. Как ярко, красиво. А вот это вот не тесный магнит, Нет, там здесь все свободно, резиночка, да? все, вон оно, О. все, видите, оно все свободно. Ой, какой. Тут единственное, вот сейчас я сниму, вырежу ему для писюна. Вот тут это оверсайз. А это, Это специально, чтобы закрыть молнию. ну, он не теплый, Он здесь, ну как, вот такой тонкий подклад у него. ну, ему сейчас жарко не будет. Нет, ну вот, смотрите, тут не без утеплителя, без никакого. А, да, вот. Нейлоновая подкладочка. Да, нам от грязи просто Дождевичок. сейчас. Ё! Все мыслётки. Тетя Валюся такой шапан. Как он себя вел? Ну хорошо, но он садится, правда. Тяжело ему садится. посидеть мы любим, а так он нормально все абсолютно. О, вот какие ножки настриженные, да? Да, убрали ножки мы. Дела сладкие. Вот это да, Зубы красавец. красивые. Зубы вот этот красивые. камешек вот чуть-чуть бы вот это вот подснять можно. Вот это вот оно прям. Ты вроде молоденький, это Все равно безобразие. откладывается на лед. А, ну на лед такой, откладывается да. это от еды. Да, и Вот это красота. Надо было убирать, скажи. Вот тут и стоматология сразу. Стоматология сразу. Так, а у нас еще когти, да, есть? Когти мы подстригли. Ой, какие Да. хорошие. Я надеюсь, этот ролик поможет Марику найти свою семью. Давай. Это очень непросто. Очень. Мешаем прохожим. Господи, вот говорят нам. Потому что ненавидят нас. Но это самое мягкое слово, что они могут сказать. Так, догоняй. Такой хвостик у нас красивый. Малыш очень ласковый, ходит по пятам, просится на ручки, просится в постель, как будто боится снова потерять человека. Я надеюсь, этот ролик поможет Марику найти свою семью.